Верно, что премьер Степашин приезжал в Чабанмахе и говорил, очень хорошие там люди. После чего произошла попытка освобождения Дагестана в 99-м и взрывы домов. И возник вопрос, да, а вот какая форма диалога с этими людьми? Какая форма диалога с Бен Ладеном? Это очень больной вопрос, на самом деле неразрешимый теоретически, потому что я прекрасно понимаю, что существуют мирные салафиты, существуют мадхалиты, которые, неважно во что они верят, да, вот Зюганов, он тоже уже мирный, он не хочет социалистической революции. Как это отличить, я не знаю. Можно сейчас вот чуть-чуть отойдем от действительно от этой религиозной дискуссии? Наивный вопрос очень. Нужно ли было все-таки учитывать мнение 3 миллионов людей или как-то понимать их настроение, когда вот происходит смена власти? Естественно. Потому что оно явно не учитывалось. Дагестан — это цитадель традиционной горской демократии, где веками выбирали себе правителей, где веками до присоединения к России в горных обществах было разделение власти. Задолго до Шарля Луи Монтескье, который разработал этот принцип для европейских демократий, было разделение власти на судебную, исполнительную и законодательную. И этот островок горской демократии сегодня лишают права выбирать самим себе правителя. И это рождает чудовищное непонимание со стороны населения, поскольку сегодня Дагестан, я очень часто привожу этот пример, вот я захожу в кабинет к чиновнику, да, висят портреты, там, значит, главы государств, значит, все, ковры и так далее, выходишь, чудовищная ситуация на улицах. Это вот кто «Судья Дредд» смотрел фильм, это просто в стиле киберпанк. Вот есть элита, которая утопает в роскоши, и которая отчитывается перед Москвой о каких-то инвестиционных проектах, и есть улица, которая борется за существование, где ездят бронированные машины с пулеметами и расстреливают людей на улицах, стоящих у порога своего дома. Это чудовищная реальность сегодняшнего Дагестана. Что с этим делать? Ни один человек, вот будучи одним, да, будучи одной единицей рабочей, политической, он не сможет ни предложить рецепты, ни справиться. Потому что Дагестан – это пространство постоянного согласования взаимных интересов. Если ты не собрал консолидированную команду, в которую входят все представители национальных, территориальных кланов, религиозных групп, невозможно в Дагестане одному человеку наладить ситуацию. С этим никто никогда не справится. Значит, в таком случае Абдулатипов тоже обречен на поражение? Абдулатипов, если соберет вменяемую команду и готов будет ее слушать, и готов будет постоянно на ходу совершенствовать свою политику управления Дагестаном, у него есть шанс. И позвольте, пожалуйста, я просто, хотя бы одну ремарочку для того, чтобы ответить Юле. Дело в том, что является верхом некомпетентности сравнивать движение братьев-мусульман с салафитами, поскольку у них жесточайшая конкуренция и борьба на уничтожение идет. Ну, как у эсеров и большевиков с является верхом невежества говорить о том, что салафизм начал распространяться в 90-е годы, потому что в 19 веке шла переписка между учеными, и является верхом невежества говорить, что все мусульмане в Дагестане выступают за установление шариата и так далее, и так далее. Об этом мы подискутируем. Значит, третьего я не только не говорила. У вас очень ангажированная позиция, Юлия. Мы об этом с вами поговорим. За пределами. Значит, первое, просто вот я не буду, так сказать, подвергать сомнению тезис моего уважаемого оппонента, что еще в 19 веке в дагестанских горных аулах изучали труды Альбаны и Саида Кутба. Но что касается... не является просто вы сказали прямую ложь, когда я говорю, мы о политике. я не говорю, что все дагестане мусульмане, значит, я не говорю, что все мусульмане в Дагестане выступают за установление шариата. Я не говорю, что все мусульмане являются салафитами. Я понимаю, наоборот, что вы специалист по Дагестану, но вы там давно не были и никогда его не изучали глубоко. Да нет, все ваши познания о Дагестане это какие-то сведения, которые вам передают Руслан, я прошу прощения. Да. Дело в том, что в Дагестане, одна минута, в Дагестане уникальная ситуация исторически сложилась. Никогда не было внутренних войн на уничтожение друг с другом народов. Всегда существовал такой плавающий баланс. Да, за территорию, да, за угнанных лошадей, да, там за украденную красавицу. Были стычки, но Дагестан всегда сохранялся без внутренних войн на уничтожение. И сегодня, несмотря на то, что существуют совершенно различные кланы, баланс он выстроится. Единственное, каким окажется глава республики, сильной фигурой, способной консолидировать под себя противоборствующие кланы и группировки, или же он окажется слабой фигурой и не сможет этого сделать. Будет ли он ставить во главу угла интересы этнотерриториального клана какого-то, или он будет ставить во главу угла российский закон. Вот от этого зависит сегодня стабилизация Дагестана. Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Благодарим наших гостей. Это Милорад Фатулаев, Юлия Латынина и Руслан Курбанов. Мы говорили о ситуации в Дагестане. Программа «Обложка-1» София Кошеварнадзе и Тихон Зиткон. Спасибо всем. До свидания.